С начала года на железнодорожных переездах Горьковской магистрали произошло 3 ДТП. Погибли 2 человека, 4 пострадали. Во всех случаях виноваты водители. Они нарушают правила движения и пытаются проехать на запрещающие сигналы. Сегодня Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. Чтобы избежать трагедий на путях, прошел рейд «Остановись до переезда». Вероника Гайнуддинова продолжит. 29 марта. 26-летняя девушка за рулем выехала на ЖД-переезд на запрещающий сигнал в Дербышках. Машина столкнулась с грузовым поездом. 17-летний парень погиб на месте. В начале апреля в больнице скончался второй пассажир этой легковушки. Подъезжая к железнодорожному переезду, поезд всегда подает сигнал, чтобы привлечь внимание. В случае угрозы столкновения машинист применяет экстренное торможение. Однако составы весят несколько тысяч тонн, и чтобы полностью остановиться, нужны сотни метров. В интернете видела очень много случаев, да, не только в Казани, в других регионах. Естественно, несоблюдение правил дорожного движения на ЖД-переездах может привести к очень плачевным, самым ужасным последствиям. Постоянно езжу, мы там тут работа, и всегда соблюдаем правила переезда. Тут семафоры, эти шлагбаумы. Убедиться в безопасности. Если уже сигнал прозвучал, значит, надо стоять. Ехать нельзя. Железнодорожный переезд – зона повышенной опасности. Об этом сегодня напомнили водителям сотрудники транспортной прокуратуры, госавтоинспекции и РЖД. Чтобы избежать трагедии, проводят совместные рейды «Остановись до переезда». Раздают памятки и просят быть внимательными, особенно на нерегулируемых участках. Татарская транспортная прокуратура напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения мер личной безопасности, а также правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Уважаемые автовладельцы, помните, что от ваших необдуманных действий могут наступить самые негативные последствия. С начала этого года на ЖД-переездах произошло 3 ДТП. В них погибли 2 человека и 4 пострадали. Причина элементарное соблюдение правил дорожного движения, выезжают на запрещающий сигнал светофора, невнимательность. Быть предельно осторожными, вот это основное. 1 июня в Арском районе 3 подростков на мотоциклах попали под товарный поезд. Они выехали на запрещающий сигнал, все получили травмы. Сегодня требует особого внимания это дети, те, которые получили возможность передвигаться по автомобильной дороге на скутерах, на мопедах. Сегодня эти дети, они еще не готовы к восприятию опасности, которая на железнодорожном переезде может произойти. В Казанском регионе 200 железнодорожных переездов. Это один из самых безопасных и оборудованных железнодорожных переездов. Здесь 3 системы защиты. Это шлагбаум, устройство заграждения, то есть барьеры-автоматы, и круглосуточно находится дежурный. Система полностью автоматизирована, человеческий фактор исключен. На этом переезде, когда поезд приближается, движение машинам перекрывает специальное устройство. Но не везде так, поэтому водителям нужно быть внимательными и соблюдать ПДД. Вероника Гайнуддинова, Лисан Саитова, ТНВ, Казань.